6 человек пострадали в ДТП на трассе Колыма в Якутии. Авария с участием микроавтобуса произошла на 44-м километре федеральной автодороги в Мегино-Кангаласском районе. По информации управления ГИБДД по региону, 33-летний водитель Toyota Ipsum выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной Toyota Hiace. В момент аварии в салоне Хайса находились 8 пассажиров. По предварительным данным, после ДТП в Маинскую ЦРБ за помощью обратились 6 человек. В настоящее время проводится их обследование. Отмечается, что водитель машины Toyota Ipsum имеет стаж вождения 7 лет и за 2020 год дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Toyota Hiace направлялся из Якутска в Татинский район. Водитель данного микроавтобуса в 2020 году попадал в поле зрения инспекторов ГАИ 24 раза. Его стаж вождения составляет 9 лет. По факту ДТП проводится проверка. По сообщению Минздрава Якутии, состояние двоих человек оценивается как тяжелое. Состояние еще 2 пострадавших средней степени тяжести, другим назначено амбулаторное лечение. Житель города Алекминска предстанет перед судом по обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров. Следователи завершили уголовное дело. Обвиняемый в течение 2018-2019 годов загружал на свой компьютер из специализированной программы оператора сотовой связи и передавал третьему лицу сведения о телефонных переговорах граждан, проживающих в различных регионах России. В зависимости от объема предоставляемой информации мужчина получал вознаграждение в размере от 500 до 2500 рублей. Преступная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена сотрудниками службы безопасности оператора сотовой связи. Всего установлено 9 эпизодов. В ходе следствия обвиняемый вину признал и детально дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В Алданском районе молодой человек осужден к 6 годам лишения свободы за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает прокуратура региона. 23-летний подсудимый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате ДТП, получив травмы, несовместимые с жизнью, погиб на месте происшествия пассажир, сидевший на переднем пассажирском сидении. В Верхневилюйском районе женщина осуждена за причинение вреда здоровью 2 лиц. По сообщению прокуратуры Якутии 3 сентября этого года пьяная подсудимая, застав своего супруга с другой женщиной, несколько раз ударила мужа кулаком, а затем взяла кухонный нож и нанесла им не менее 10 ударов по различным частям тела супруга и женщины, причинив им множественные колото-резанные ранения. Суд приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Генеральный директор компании «Саха-Гранд-Строй» обвиняется в совершении 26 эпизодов злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. Общая сумма причиненного ущерба составила более 57 миллионов рублей, в том числе гражданам в размере свыше 32 миллионов, бюджетам всех уровней на сумму свыше 25 миллионов рублей. Не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, в отсутствие на счетах и в кассе денежных средств на завершение строительства объектов по ранее заключенным договорам, продолжил заключать новые договоры на строительство с вновь обратившимися гражданами. Так, в период с ноября 2016 года по август 2017 года организацией с 34 гражданами заключены договоры строительства жилых частных домов и иных хозяйственных строений, которыми внесены личные денежные средства, а также использованные денежные средства, выделяемые в рамках федеральных, региональных и местных социальных программ на улучшение жилищных условий. Однако полученные деньги организации не в полном объеме направлены на строительство объектов, а использованы на иные цели деятельности организации и на нужды, не связанные с ее деятельностью. Житель Якутска подозревается в хищении 800 тысяч рублей у своей родственницы в Якутии. Пресс-служба МВД региона сообщает, что 26-летний безработный житель столицы республики является племянником потерпевшей. Зная о том, что пенсионерка собиралась приобрести недвижимость в Якутске, он вызвался подыскать ей недорогую квартиру. Затем злоумышленник сообщил, что подходящая квартира найдена в районе улицы Стадухина всего лишь за 800 тысяч рублей. Получив от родственницы деньги, мужчина приобрел себе машину. Через 3 месяца, ничего не дождавшись, женщина обратилась в полицию. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция Нэшвилла, штат Теннесси, в понедельник опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент взрыва в центре города рождественским утром. В результате инцидента ранения получили 3 человека. Окрестные здания были повреждены, деревья повалены, припаркованные машины уничтожены. Единственным погибшим стал сам владелец автофургона, в котором и была заложена взрывчатка.
63-летний Энтони Куин Уорнер поставил дом на колесах возле дата-центра американской телекоммуникационной компании AT&T. За 15 минут до случившегося он включил музыку и аудиозапись с предупреждением о предстоящем взрыве и призывом к эвакуации. Полицейские быстро прибыли на место и вывели большинство людей из опасной зоны. Бюро расследований штата Теннесси сообщило, что мать самоубийцы сотрудничает со следствием, однако мотивы Уорнера остаются неизвестны. Самый страшный эпизод его криминальной истории, по данным правоохранительных органов, курение марихуаны много лет назад.